Что вы почувствовали, когда впервые увидели планету Земля? Но потом я впервые отстегнул ремни безопасности, поднялся с кресла, подплыл к окну и увидел земной шар. Это было потрясающее переживание. Мы летим со скоростью 25 тысяч километров в час. Это орбитальная скорость. Так что ты наблюдаешь, как проплывают океаны и континенты, красота планеты просто ошеломляет. И ты совершаешь оборот вокруг нее каждые 90 минут. Как наука и исследования космоса могут стать силой, объединяющей людей? Когда ты находишься на орбите и смотришь на Землю, ты не видишь границ, по крайней мере, в большинстве случаев. Так что есть общее единство в том, что мы просто смотрим на наш дом, наш общий дом, которым является планета Земля. В первой половине этого времени в экипаже были только я и мой российский коллега Павел Виноградов. Он вездесущ, он всегда присутствует. Мы так же близки к нему в любом месте на Земле, как и в космосе. Так что это Бог приходит к нам, где бы мы ни были. Благодарим вас, сэр, за то, что согласились дать нам это интервью. Для нас это большая честь и радость. Это канал «Добрый пастух». Сегодня у нас особенная встреча с господином Джеффом Уильямсом. Вы уже слышали о нем на предварительном показе. Итак, давайте начнем. Перейдем к теме разговора. Наша студия находится в Молдове. Это маленькая страна в Восточной Европе. Один из самых известных молдавских космонавтов — Юрий Гидзенко. На юге нашей страны живет народ гагаузы. Они говорят на гагаузском языке, который близок к турецкому и азербайджанскому. Прошлый год для Турции стал прорывом. Впервые в своей истории они отправили 2 астронавтов в космос. Почему люди так стремятся исследовать космос? Илья, прежде всего, очень рад быть здесь сегодня. Спасибо за эту возможность. Да, космические полеты — это интересно. Вы задаете философский вопрос, почему мы делаем именно то, что мы делаем? Почему человечество делает то, что делает? И мы можем посмотреть на это даже в истории, потому что это касается не только космических полетов. Я думаю, все сводится к тому, что мы несем образ Создателя. И, неся образ Создателя, мы обладаем творческими способностями. Мы любознательны. Мы обдумываем вещи, которые нас окружают. И у нас есть склонность к тому, чтобы узнавать больше, понимать, исследовать и открывать. И я думаю, это и есть история цивилизации. Она состоит из развития технологий, применения технологий, улучшения жизни и, конечно же, из космических полетов. Есть много конкретных причин для полетов в космос, о которых вы слышите. Но с философской точки зрения это просто новый рубеж человеческих исследований и открытий. Что вы почувствовали, когда впервые увидели планету Земля? Это было потрясающе. Вы знаете, конечно, мы тренировались в течение многих лет, чтобы полететь, и я был единственным новичком, единственным членом экипажа, для которого это был первый полет. Все остальные уже были в космосе раньше, так что они помогли мне подготовиться. Я задавал им много вопросов, так что у меня были определенные ожидания относительно того, что я испытаю. Но, конечно, реальность оказалась ошеломляющей и превзошла все мои ожидания. Это одна из тех вещей, когда ты думаешь: «Боже, как это возможно? Как я могу действительно быть здесь?» Я много лет работал, чтобы этого добиться. И я помню, когда двигатели ракеты выключились, и ты вдруг оказался в невесомости, парящим в своем кресле, закрепленный ремнями. И все, что не было привязано, начало парить в воздухе, всякие мелкие частицы и прочее. Но потом я впервые отстегнул ремни безопасности, поднялся с кресла, подплыл к окну и увидел земной шар. Это было потрясающее переживание. Несмотря на всю вашу подготовку. О да, я тренировался годами, но наконец-то я смог это пережить. Понимаешь, это реализация цели, к которой я стремился очень, очень долго. Земной шар просто потрясающий. Когда мы отправляемся в космос, мы переходим на орбиту вокруг Земли, и мы совершаем оборот вокруг Земли каждые 90 минут. Мы летим со скоростью 25 тысяч километров в час. Это орбитальная скорость. Так что ты наблюдаешь, как проплывают океаны и континенты, красота планеты просто ошеломляет. И ты совершаешь оборот вокруг нее каждые 90 минут.
С самого начала первый вопрос был о том, почему все народы и все человечество хотят достичь космоса. Но, как вы писали и говорили в предыдущих интервью, высших целей можно достичь, когда люди работают вместе. Как наука и исследования космоса могут стать силой, объединяющей людей? Да, конечно, программа Международной космической станции является весьма международной. Она состоит из партнерства между Соединенными Штатами, Европейским космическим агентством, Канадой, Японией и Россией. И она была сформирована сразу после падения Берлинской стены в 1992 году. Я думаю, что именно тогда было ратифицировано соглашение. Так что она является весьма международной, это объединяющий опыт. Я думаю, даже сегодня, в условиях ужасной войны в Украине. Программа космической станции продолжается, и партнерство остается крепким и хорошо функционирует, даже несмотря на политическую ситуацию и войну. Так что она действительно имеет объединяющий эффект. Когда ты находишься на орбите и смотришь на Землю, ты не видишь границ, по крайней мере, в большинстве случаев. Так что есть общее единство в том, что мы просто смотрим на наш дом, наш общий дом, которым является планета Земля. С космоса не видишь политическую карту, а видишь лишь географическую карту. Да. Но ведь там, в космосе, вы остаетесь людьми, представителями разных культур и традиций. Чувствуете ли вы различия в культуре и мировоззрении между американскими, восточными, российскими коллегами, и как вы преодолеваете это? Конечно, между культурами есть разница. Российская культура сильно отличается от западной американской культуры. У нас, конечно, больше общего с западноевропейцами, но между Америкой и Западной Европой все же есть разница. Безусловно, есть разница между японской культурой и нашей. Да, это само собой разумеется. Но в рамках этой программы мы родом из разных стран, разных культур, у нас разный опыт. Но мы все осознаем это во время обучения и подготовки. Я думаю, что большинство из нас мотивированы работать над пониманием других культур, узнавать друг друга и стремиться к цели уметь работать вместе. Мы работаем вместе как команда. Очевидно, что космические полеты — это очень рискованное дело, поэтому наши жизни буквально зависят друг от друга. Мы должны укрепить это доверие и знания. Так что даже в этом есть объединяющий эффект от совместного полета в космос в рамках такой программы. Вы выходили в открытый космос 5 раз, верно? Какие ощущения это вызывает? И эмоционально, и физически? Выходы в открытый космос — это самое сложное, что мы делаем физически и психологически. Физически, потому что мы находимся в большом, громоздком скафандре, который находится под давлением. Когда вы отправляетесь наружу, вы оказываетесь в вакууме, и скафандр находится под давлением, потому что вам нужен кислород для дыхания. Поэтому даже при движении руками или пальцами вы работаете против давления скафандра. И мы находимся снаружи 6,5 или 7 часов. И все это тщательно спланировано. Пока мы находимся снаружи, необходимо выполнить много конкретных задач. Поэтому каждая минута, проведенная снаружи, имеет значение. Вы сосредоточены, и это делает космические прогулки самым сложным делом, которое мы делаем в психологическом плане. Потому что вы сосредоточены на 6,5 часах тщательно спланированных задач, выполняемых в этой сложной среде. Но это также и самая яркая часть всего опыта. Выйти наружу — это самое невероятное ощущение, и теперь вы сами становитесь космическим кораблем с системой жизнеобеспечения, которую обеспечивает скафандр. И тогда вы получаете полный обзор всего земного шара. А поскольку мы вращаемся вокруг Земли в космосе, каждые 90 минут видишь весь земной шар множество раз, все стороны земного шара, во время очередного выхода в открытый космос. Когда вы смотрите на Землю из космоса, кажется ли она вам незначительной точкой во Вселенной? Или вы, наоборот, ощущаете ее значимость? Я был потрясен ее величественностью. Когда вы изучаете детали Земли и размышляете над ними, особенно через призму Слова Божьего, как Бог открыл себя нам,
вы видите и начинаете ценить уникальные дары, которые Бог вложил в свое творение на земле для нашего обитания. Я имею в виду, что она создана для того, чтобы мы жили на ней и процветали. Так что мы можем видеть большие расстояния во Вселенной, звезды и другие планеты в нашей Солнечной системе и прочее. И мы видим безграничность космоса. Это дает нам, пожалуй, представление о концепции бесконечности. И я знаю, что некоторые люди скажут, в масштабах всей Вселенной Земля ничтожна. Но я чувствую ее значимость, потому что она создана уникальным образом и предназначена для нашего обитания, как говорит Слово Божье. Правильно ли я понимаю, что вы чувствуете величие Земли благодаря ее идеальной настройке и тонкой гармонии? Именно так. Земля обладает множеством преимуществ, и она занимает особое место в видимой Вселенной. Это планета идеального размера, которая благодаря своей массе обеспечивает, как мы бы сказали, идеальную гравитационную силу. Кстати, никто не понимает, почему существует гравитация. Но она находится вокруг совершенного Солнца, на идеальном расстоянии от Солнца, с наклоном в 23 градуса, что создает идеальный климат для нашего проживания. А также все элементы, которые мы находим на Земле, все ресурсы, природные ресурсы. И я часто подробно говорю о том, что я называю математическим порядком творческого дела Бога. И вы можете подумать о физике. Любой, кто получил образование в области физики, может увидеть математический порядок в том, как вещи работают и функционируют. Если вы изучали химию, то периодическая таблица является доказательством химического порядка в Божьем творчестве. И вы можете обратиться ко всем научным дисциплинам и увидеть этот удивительный порядок. И этот порядок не только существует и одинаков везде, куда бы мы ни посмотрели, но Бог дал нам способность искать его, открывать и использовать для нашего блага и для славы Божьей. В каком направлении, по вашему мнению, будет развиваться космическое исследование? На протяжении десятилетий общей мечтой человечества, по крайней мере в США, но я думаю, и для других стран, было увлечение планетой Марс. Поэтому вы всегда слышите о цели отправить экипаж на Марс. И, конечно, мы уже отправляли на Марс марсоходы. У нас были марсоходы на поверхности планеты. Недавно у нас даже был вертолет, маленький вертолет, который летал на Марсе. Марс был в центре внимания на протяжении десятилетий, даже в период научной фантастики, скажем, в 1920-1930-х годах. Именно тогда писатели-фантасты сосредоточились на Марсе, маленьких зеленых человечках, марсианах и тому подобном. Но уже в конце 1950-х годов, по крайней мере, политика правительства США заключалась в разработке ракеты для выхода на орбиту Земли, строительстве космической станции, полете на Луну, а затем на Марс. И на сегодняшний день мы сделали все это, кроме Марса. Даже сегодня политика нынешнего правительства США заключается в продолжении разработки технологий для полета на Марс. Вы можете спросить, почему? На этот вопрос трудно ответить. Верно? Это философский вопрос. Почему Марс? Теоретически Марс — единственная планета в Солнечной системе, до которой мы можем добраться и выжить, как с точки зрения времени, необходимого для полета туда и обратно, так и с точки зрения окружающей среды, в которой, теоретически, мы можем выжить, экипаж может выжить во время полета. Так что теоретически он доступен для нас, но предстоит еще много работы. Давайте поговорим о вашем пути становления. Какие качества и навыки, по вашему мнению, нужно развивать, чтобы стать успешным космонавтом? Дети, сейчас будьте особенно внимательны, ведь для многих стать космонавтом — это детская мечта. Если посмотреть на историю американских астронавтов, то можно заметить, что примерно половина из нас имеет военное прошлое.
И подавляющее большинство из нас, кто пришел из армии, являются пилотами и даже пилотами-испытателями, что предполагает особый уровень подготовки. Практически все мы имеем как минимум степень магистра в области инженерии или какой-либо научной дисциплины. Есть также несколько врачей, но в основном это ученые и инженеры. Я, например, по образованию авиационный инженер, был пилотом вертолета, а затем самолета, а позже я стал летчиком-испытателем. Все это сделало меня конкурентоспособным для НАСА. Так что это примерно половина состава астронавтов. Другая половина из числа гражданских лиц. Практически все они имеют докторскую степень в какой-либо области науки, инженерии или медицины. Чтобы быть конкурентоспособным в гражданском мире, нужно иметь образование, докторскую степень и работать в узкоспециальных областях. И практически все, кто конкурентоспособен, имеют опыт практической работы. Они где-то работают. Они не сидят где-то в классе, не занимаются только учебой и написанием работ. Они находятся в среде, которая больше ориентирована на практическую деятельность, работу на открытом воздухе, приключения и тому подобное. Думаю, это очень полезно. Попробуйте определить, что вас интересует больше всего, и развивайте эти интересы. Тренируйте их. У некоторых эти интересы превратятся в страсть. Они сосредоточатся на определенной области, и у них появятся цели. Не ведитесь на слова некоторых людей, которые говорят, что вы можете делать все, что хотите, и быть кем угодно. Для меня это ложь. Потому что никто из нас не может делать все, что хочет. Конечно, мы можем ставить перед собой цели, мы можем работать над их достижением. Но мы не можем контролировать, откроются ли двери возможностей для достижения этих целей. Но если мы будем усердно готовиться, то когда дверь откроется, мы будем готовы войти в нее. Это требует упорства. Настойчивость очень важна. Многие люди не знают, что я подавал заявки в космическую программу более 10 лет. Я подал 6 заявок, 3 раза проходил собеседование в НАСА, прежде чем они наконец выбрали меня в качестве астронавта, и цель была достигнута. Так что настойчивость очень важна. Какие экзамены и тренировки были для вас самыми сложными? Какие испытания оказались неожиданно трудными? Это легкий вопрос. Самая сложная часть обучения для меня — это русский язык. Это удивительно. Честно говоря, трудно выучить второй язык, когда начинаешь в 40 лет. Люди тоже удивляются этому, но это правда. Выучить язык было довольно сложно. И я до сих пор не очень хорошо им владею, но могу общаться на нем. Но все остальное, конечно, управление космическим кораблем, успешная стыковка с космической станцией, управление космической станцией, ремонт космической станции, проведение научных экспериментов, выход в открытый космос, успешное возвращение на Землю, работа внутри космического корабля. Все это очень важные вещи, и количество и объем необходимой подготовки, пожалуй, являются более серьезным вызовом, чем каждый отдельный элемент. Каждый отдельный элемент, особенно если вы работали в этой области полетов, авиации, инженерии, не является особенно сложным. Представьте себе, что у вас дома что-то сломалось и вам нужно вызвать специалиста, электрика или сантехника, и вы их вызываете. Мы не можем этого сделать, поэтому нам нужно пройти обучение, чтобы стать электриком. Нам нужно пройти обучение, чтобы стать сантехником. Мы делаем все сами, даже оказываем медицинскую помощь. Поэтому мы проходим медицинскую подготовку, чтобы в случае возникновения чрезвычайной медицинской ситуации на борту мы могли оказать помощь члену экипажа. Обычно на борту нет врача, иногда бывает, но очень редко, поэтому мы должны быть готовы сами. Это всего лишь несколько примеров. Поэтому, повторюсь, объем подготовки является наиболее сложной задачей. Вам приходится иметь все с собой, ведь вы являетесь представителями человечества в маленькой модели. Да. Все, что может понадобиться в течение 6 месяцев или дольше.
Вы должны быть готовы к этому вместе с экипажем. Переходим к научному разделу. В древности люди смотрели на звезды, пели песни, вдохновлялись сиянием луны и звезд. Даже в Священном Писании Давид пишет в Псалме 18: «Небеса возвещают о славе Господней, свод небесный возвещает о творениях Его». Сегодня мы часто склонны рационализировать красоту вокруг нас. Сейчас, когда люди смотрят на небо, они часто думают: это просто горящие газы. Или это объект, отражающий свет Солнца. Как вы считаете, утратила ли природа свою тайну в век научной революции? Стало ли меньше места для веры в Бога? Я думаю, что в этом есть доля правды, но, на мой взгляд, это было особенно актуально для эпохи, которую мы называем модернизмом, особенно в 20 веке и, возможно, в начале этого века. Но я считаю, что в сознании большинства людей эта идея потерпела крах. Это мы называем несостоятельным подходом к размышлению. Я наблюдал, и я уверен, что это актуально во всем мире, но особенно в Америке. Происходит рост того, что обычно называют духовностью. Немного больше открытости к общей духовности, но без содержания. На самом деле это восходит к древним временам, к язычеству. И часто сама природа обожествляется. Так что люди смотрят на небо с благоговением и удивлением. Но они делают саму Вселенную Богом. И я думаю, что это всегда было в сердце человека. Однако этот подъем духовности дает прекрасную возможность для того, чтобы ответить на эти вопросы. Мне вспоминается апостол Павел в Афинах, в Деяниях 17 главе, где он осмотрелся вокруг и вел дискуссию с философами на Марсовом холме в Ареопагии. И все они были духовными в том самом смысле, но все они преследовали свою собственную концепцию ответа на вопросы, которые возникают, когда вы думаете о вещах духовно. Павел огляделся и сказал: «Я даже заметил, что у вас есть памятник неизвестному Богу. Вы же не хотели пропустить ни одного. Вы поклоняетесь всем этим богам, что является человеческой склонностью. Вы создали Бога. Вы поклоняетесь всем этим богам, и чтобы не упустить ни одного из них, у вас есть это монумент, который называется неведомому Богу. Позвольте мне рассказать вам, кто этот Бог». И он использовал это как возможность проповедовать Евангелие Иисуса Христа, который, конечно же, является истинным Богом, явленным нам по благодати. Да, ведь люди нередко поклоняются творению вместо Творца. Да, да. Апостол Павел стремился расставить правильные акценты. Да, здесь есть кое-что интересное. Посмотрите на Евангелие от Иоанна, глава 1, где он говорит о греческом слове «логос», то есть «слово». «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». А затем он продолжает, говоря: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть». А затем Слово стало плотью. Он говорит об Иисусе Христе. Есть один очень интересный аспект в использовании Иоанном этого слова «логос» в английском языке. Точнее, в греческом. В том, что существовала концепция, которая восходит даже к греческой мифологии. Они пытались объяснить существование всех вещей. Когда мы смотрим вокруг и видим окружающие нас вещи, мы видим разум, мы видим замысел, мы видим порядок. И это очевидное присутствие разума за существованием всех вещей было известно как логос. Но для них это была безличная сила. Это было своего рода рациональность. Мы видели рационализм во Вселенной. Так что за всем этим стоит рациональность. За всем этим стоит разум. Древние греческие философы использовали слово «логос», чтобы описать это. Но оно было безличным. Итак, Иоанн говорит: вот логос. Логос существует с вечности. Логос — это Бог, и теперь Он явил себя. Он принял плоть.
Он явил себя в Сыне Божьем. Это удивительное, глубокое использование этого слова в прологе к Евангелию от Иоанна. Спасибо, что вы делитесь этим и цитируете Священное Писание. Я вижу книгу, которая у вас в руках. Это ваша книга с фотографиями и размышлениями. Интересно, что вы сочетаете в себе ученого и творческого человека. Ведь фотография — это также искусство. Какие фотографии из вашей книги самые любимые для вас? Да, здесь много фотографий. Насколько я помню, в книге более 300 фотографий. Я сделал 500 000 фотографий. Вы уже попали в книгу рекордов Гиннесса из-за этого? Я не знаю. Многие из моих любимых фотографий есть в этой книге. Конечно, там есть всевозможные фотографии Земли. Есть фотографии различных деталей Земли, хребтов и ледяных массивов, песчаных дюн, коралловых рифов, городов, многих крупных городов по всему миру. Да, я был вдохновлен на написание этой книги. На самом деле, это была не моя идея. Несколько человек подошли ко мне и поддержали меня, и у меня появилась такая возможность. Название книги на английском «Дело рук его». Оно взято из псалмов, а именно из псалма 110. Недавно мы перевели книгу на русский язык, так что она доступна и русскоязычным читателям. В книге я рассказываю об одном из своих полетов в 2006 году. Это была экспедиция 13 на Международную космическую станцию. В первой половине этого времени в экипаже были только я и мой российский коллега Павел Виноградов. Нас было двое, только мы двое. А потом космический челнок доставил третьего члена экипажа, и мы закончили наши 6 месяцев на борту космической станции с этим третьим членом экипажа. Итак, книга охватывает период от запуска до приземления, а также все основные события, которые произошли в течение этих 6 месяцев. Это сюжетная линия книги, это фабула книги. И я размышляю о многих деталях основных событий этой миссии. Но в эту повествовательную линию вплетены и другие темы размышлений с этой точки зрения о том, кто такой Бог, что Он является создателем всего сущего, что Он поддерживает свое творение, что Он является покровителем. Он является источником всего сущего. И мы можем делать то, что делаем, благодаря тому, что Бог нам дал. И затем я также уделяю большое внимание Его делу искупления через Сына Иисуса Христа. Вот такая книга. Она была опубликована в 2010 году. Всего год назад мы наконец-то выпустили ее на русском языке. Но я хотел бы дать вам экземпляр, чтобы вы могли взять его с собой. Дорогие зрители, мы разместим ссылку в описании к этому видео на Amazon и другие сайты, где можно приобрести эту книгу. Думаю, она станет замечательным дополнением для дальнейшего исследования космоса и Слова Божьего. Посмотрите интервью, купите книгу. Так вы получите больше пользы, чем просто просмотрев видео. Еще один научный вопрос. Вы человек науки, ценящий красоту и искусство. Но за последние столетия точные и гуманитарные науки стали разделяться. Математику отделяют от живописи, физику от музыки. Существует мнение, что естественные науки познают мир объективно, а гуманитарные науки дают что-то личное. Хотя у древнегреческих философов такого разделения не было, Леонардо да Винчи был и инженером, и художником одновременно. Как вы считаете, разделение естественных и гуманитарных наук
заложено в природе вещей? Или это нечто искусственное, появившееся в последние столетия? Да, я уверен, что это искусственное разделение. Я думаю, что все это связано между собой. Когда я смотрю на математическую задачу, например, я вижу красоту в математике, так же, как вы видите красоту в искусстве. Так что это произведение искусства. На самом деле, научная систематизация вещей в конечном итоге отражает красоту и творчество Создателя. Поэтому их нельзя разделить. Какова опасность такого разделения? Исторически это разделение произошло в конце 1800-х и на протяжении 1900-х годов, когда люди отрицали существование Бога. А затем появилось гротескное искусство. Оно тоже называется искусством, но оно уродливо. Знаете, настоящее искусство будет иметь элементы симметрии, гармонии в цвете и узоре. Оно будет отражать концепт красоты. Оно вызывает благоговение и удивление. И, кстати, все эти впечатления, которые мы испытываем, все эти реакции, которые мы испытываем, такие как красота, удивление, нуждаются в Боге в качестве объяснения. Это то, что выше нас и за пределами нас, что превосходит нас. Это трансцендентные истины, и они существуют и в математике. Они существуют в физике, они существуют в химии, они существуют в оптике. Они, безусловно, существуют и в музыке. Музыка считается искусством, но в ней также есть математический порядок. Иногда, когда я даю лекцию, часто на сцене, за моей спиной стоят инструменты, и я беру гитару и говорю: знаете, если я заиграю на этой струне, она будет настроена на определенную ноту, и вы сможете сказать мне, какая это нота. А если я разрежу струну пополам, натяну ее с таким же натяжением и заиграю на ней, какую ноту она будет издавать? И ответ, конечно, будет таким: она будет издавать точно такую же ноту, но на октаву выше. Так что вы подумаете об октавах, вы подумаете об аккордах, вы подумаете о ритме. Все это имеет математические компоненты, и хорошая музыка прекрасна. Она приятна для слуха, но мы также знаем, что такое диссонанс. Мы знаем, что такое шум. Он неприятен для слуха. То, что приятно, то, что математически упорядочено, это искусство. А диссонанс, конечно, не является искусством. Так что все это взаимосвязано. Я считаю, что каждый аспект науки связан с искусством. И уже много лет мы уделяем особое внимание образованию в области НТМ. НТМ — это аббревиатура от «наука», «технология», «инженерия» и «математика». В последние годы многие добавили кое-что в эту аббревиатуру, и я с этим согласен. Теперь эту аббревиатуру называют НТИМ, то есть это наука, технология, инженерия, искусство и математика. Таким образом, растет понимание того, что они действительно сочетаются друг с другом, и это понимание возвращается. Чаще всего, когда вы смотрите на мир целостно, вы начинаете размышлять о творении, потому что не разделяете искусственно эти понятия. Да, и это нельзя искусственно разделить. И нельзя иметь целостное мировоззрение или последовательное понимание мира, разделив эти две вещи. Да, но, конечно, это недостаточно. Этого всегда будет недостаточно. Ведь одна из главных идей безбожного мировоззрения — то, что истину можно познать только с помощью науки. Так называемый саентизм, будто только через науку можно познать истину, и будто это единственный путь, такой научный фундаментализм. Ну, это не может объяснить причину всего этого. В этом нет смысла. В этом нет разумного объяснения причины. По сути, это отрицает все эти вещи. И признает только то, что все, что вы видите, все, что существует, появилось случайно. Все появилось случайно в течение долгого времени. Но это совершенно нелогично. Мы видим разум, мы видим замысел.
Мы видим у всего свою цель. За всем этим что-то стоит, и это все кричит о Боге. Это все требует Бога в качестве объяснения. Могли бы вы объяснить причины этого явления? Вы имеете в виду, что наука хорошо отвечает на вопросы «что?», Не отвечает на вопрос «почему?». но не дает ответа на вопрос «почему?». Да, можно дать объективное описание того, что происходит. Это то, что мы видим. Это взаимодействие, нечто стерильное, то, что вы назвали стерильным объективным наблюдением. Но это не может объяснить, почему и как. Почему важно задавать вопросы о Творце и не избегать их? Ведь в секулярном обществе очень часто стараются отрицать очевидные истины о Творце, хотя это очевидная часть истории человечества, включая и историю науки. И это отрицание Творца происходит до сих пор. Да, в XIX и XX веках, в частности, попытки связать эти две вещи стали своего рода табу. Запрещалось признавать существование Творца. Это относилось к религиозной части жизни. Но общественная часть жизни была светской. Поэтому религию нужно было держать при себе, в семье. Это один из аспектов того, что я называю самой успешной пропагандистской кампанией в современной истории. И она сосредоточена на том, о чем мы говорили в теме науки. Она сосредоточена на утверждении, что наука и священное писание несовместимы. В этом стараются убедить весь мир, что они отделены друг от друга, что вы не можете заниматься наукой и быть религиозным в чистом виде. Сообщение было примерно таким: прогрессивная сила науки всегда сдерживалась регрессивной и подавляющей силой религии. Вот такая история. Это пропаганда, и она полностью ложна. Мотивацией послужила эволюционная теория, дарвинизм и все такое. Все это в основном использовалось для пропаганды идеи о том, что Бога нужно убрать из общественной сферы. Бога нужно было убрать из дискуссий. И это превратилось в то, что вы назвали саентизмом. Но это была ложь. На самом деле, если вернуться назад в историю и затем сопоставить этот период с XVIII, XIX веками и даже с началом XX века, в основном с XVIII и XIX столетиями, то, что мы называем веком науки, возвращаясь в самые ранние времена. Иоганн Кеплер, который применил математику к прогнозированию орбит планет. Исаак Ньютон. Я упомянул Кеплера, Ньютона, Байля, Пастера, Максвелла, Фарадея и других. Когда мы получаем образование и изучаем математику, инженерию и естественные науки, мы знакомимся с этими людьми. В их честь названы законы, в их честь названы математические уравнения. Все перечисленные мною люди были христианами и твердо стояли на своей вере. Их убеждения, основанные на истине Божьего Слова, побуждали их к научным исследованиям. Это было ответом на их призвание. Они считали, что Бог призвал их служить в области науки, заниматься исследованиями и открытиями. Вы можете вернуться к первой главе Библии, Бытие 1, где рассказывается о сотворении мира. И это постепенный процесс сотворения, кульминацией которого является сотворение существа, которое будет нести образ Создателя. Верно? Он сотворил мужчину и женщину. А затем Бог говорит Адаму в Бытие 1 главе: «Владычествуйте над этим творением. Я передаю тебе это творение. Я подготовил все творение для человека, как для соправителя. Теперь иди, владычествуй над ним и властвуй над всем». Поэтому я пришел к твердому выводу, что научные исследования на самом деле являются частью поручения, данного в Бытие 1 главе, владычествовать над творением, которое Он специально создал для нас. Так что пропаганда, которая шла параллельно с другими,
особенно в конце 1800-х и 1900-х годах, которая пыталась разделить эти две сферы, была мотивирована нежеланием стимулировать науку. Она была направлена на то, чтобы изобразить науку как сдерживаемую религией, в частности христианством. Это было мотивировано тем, что в общественном сознании существовало большое недовольство авторитетом церкви и авторитетом Слова Божьего. Таким образом, эта пропагандистская кампания увенчалась успехом, поскольку она разделила эти две сферы. И это продолжается до сих пор. Что бы вы ответили критикам этой сильной идеи, что многие великие ученые, такие как Кеплер, Ньютон и другие, были христианами? Обычно скептики возражают, что в XVI и XVII веках Да, все были христианами, что это была часть культуры и общества. да. Но когда вы читаете труды Ньютона, Кеплера, Максвелла, Байля и других ученых, то вы не найдете этого в учебниках. В опубликованных учебниках обычно ничего такого нет. А в наши дни, с интернетом и доступом к информации, который у нас есть, совсем недавно появился сайт об Исааке Ньютоне, где можно найти многие из его трудов. Долгое время они были неизвестны. На самом деле, они были найдены где-то, я точно не помню где, где-то в Европе, в каком-то глухом, темном шкафу. Несколько раз их чуть не выбросили, но кто-то их купил и передал по наследству. Однако эти ученые писали о своей вере в письмах и дневниках. Да, все его записи, все, что он сохранил, много письменных работ. И теперь все это становится доступным в интернете. И вы обнаруживаете, что он был прежде всего теологом. Он вдумчиво изучал Слово Божие, и его научные исследования были продиктованы тем, что он видел в Писании. Никто не принуждал их к этому. Совершенно не принуждали, нет, нисколько не принуждали. Так что эта часть его жизни и жизни многих других ученых была вытеснена в наше время, когда их научные работы были опубликованы в учебниках. Спасибо. Думаю, эта часть разговора о науке и Библии очень важна для нас всех. Я должен упомянуть еще одну деталь, которая не так хорошо известна в контексте пропагандистской кампании. И я снова призываю ваших зрителей, конечно, нельзя верить всему, что пишут в интернете, но у нас все же есть доступ к информации. Мы должны проявлять разборчивость, когда получаем ее. Но ваши слушатели, ваши зрители могут поискать информацию о конфликтной теории. Так и называется «Тезис о конфликте Дрейпера и Уайта». Он в основном повествует о двух американцах в конце 1800-х, начале 1900-х годов. Один из них носил фамилию Дрейпер, а другой Уайт. Они находились под сильным влиянием Томаса Хаксли и его круга философов в Великобритании того времени. На самом деле, я думаю, что они были лично знакомы. Но Дрейпер и Уайт отдельно друг от друга публиковали исторические труды. Книга Дрейпера называлась «Конфликт между наукой и религией» или что-то в этом роде. В этой книге он описал всю историю конфликта между наукой и религией, приведя множество примеров. Это была историческая работа. Это была академическая работа. Примерно через 10 лет Уайт опубликовал двухтомник, в котором было гораздо больше подробностей. Он назвал его «Война между наукой и христианством». Таким образом, он фактически усилил тему, назвав ее «Война». В ней он приводил примеры из истории, когда регрессивная сила религии и христианства всегда сдерживала прогрессивную силу науки. Прогресс с помощью науки невозможен, если в него вовлечена религия. Это была основная тема этого большого двухтомника. Он также был очень агрессивным оратором и пользовался большим спросом, особенно на восточном побережье Америки. Новая Англия, Нью-Йорк, все восточное побережье. И особенно после того, как он опубликовал эти работы, он очень активно выступал с лекциями. Но в течение, я бы сказал, 15 или 20 лет после этих публикаций в академическом мире,
в университетах Лиги Плюща, в школах, где были исторические факультеты, и особенно в тех, где изучали историю науки, обнаружили, что работы Дрейпера и Уайта были нелегитимными. Они были сфабрикованы. Они взяли несколько фактов и добавили к ним свою интерпретацию. Таким образом, эти работы были пропагандой, и оба автора были мотивированы подрывом авторитета церкви и, в частности, христианской веры. Поэтому академический мир, их коллеги, отвергли их, и эти работы перестали быть легитимными историческими трудами. Но благодаря публичным выступлениям и СМИ они укоренились в сознании общественности и существуют до сих пор. Так что это важно. Даже в Википедии есть довольно хорошая статья с кратким изложением конфликтной теории, которая до недавнего времени была практически неизвестна. Спасибо, что делитесь этим. Вы — космонавт, окончивший духовную семинарию и служитель церкви. Расскажите вашу историю, как складывались ваши отношения с Богом, каков ваш путь к вере. Да, это долгая и интересная история о Божьем провидении. Конечно, как я уже упоминал, мое раннее образование было связано с инженерным делом. Я получил ученую степень в области инженерии, а затем, благодаря своей военной службе, получил степень магистра в области национальной безопасности и стратегических исследований. Так что на протяжении большей части своей жизни я не имел образования в области теологии. Но довольно рано, когда мне было около 30 лет, а именно 29, когда этот процесс начался, мы с женой не были верующими. Мы были воспитаны как христиане по культуре, но у нас не было живой веры. В нашем браке наступил момент, когда у нас возникли проблемы. Мы дошли до кризиса, надежды оставалось мало. Мы просто отдалились друг от друга под влиянием окружающего мира, что происходит со многими. Но в этих обстоятельствах моя жена первая обратилась в местную церковь, и пастор послал к ней группу из нескольких женщин, чтобы поддержать ее, оказать ей духовную помощь и, по сути, свидетельствовать ей о Евангелии. А также у нас были соседи-христиане, которые тоже оказывали ей духовную помощь. В то время я находился на военной службе почти в 1000 километрах от дома. Мы были в США, она была в Техасе, я в Алабаме. В течение нескольких месяцев я проходил курсы повышения квалификации пилотов после перерыва в полетах. Это было очень трудное время, потому что мы разговаривали по вечерам, до появления мобильных телефонов. Это были 1980-е годы. Но эти разговоры не складывались хорошо. В нашем браке по-прежнему царила значительная напряженность. Однажды вечером я позвонил ей и заметил, что в ее голосе было что-то необычное в ее настроении. И я спросил ее: «Ты как-то по-другому разговариваешь, что происходит?» И она сказала: «Я родилась свыше». Итак, благодаря свидетельству соседей и тех женщин, однажды вечером она осталась одна. Она была потрясена истиной Евангелия Иисуса Христа и уверенности в спасении. Ведь не только в будущем, но и сегодня можно иметь уверенность в спасении. Она не была обманута тем, что обстоятельства изменятся и все станет намного лучше, но тем, что Иисус будет рядом и позаботится о ней. Так она пришла к вере во Христа, и я спросил ее: «Попробуй объяснить мне, что произошло». И я, конечно, был скептичен. Она прислала мне брошюры по почте, и я получил их примерно через неделю. Я посмотрел на брошюры и подумал: «О, это пропаганда». Я был военным офицером во времена Холодной войны, поэтому знал, что такое пропаганда. Но эти брошюры привели меня к Библии от Мисси Гидеон в моей комнате, и я начал изучать Библию. В течение следующих нескольких месяцев я изучал в основном Евангелие от Иоанна и послание к римлянам. Это началось в октябре. В январе 1988 года я посвятил свою жизнь Христу. Я очень аналитичный человек. Мне нужно было понять все детали. Мне нужно было вникнуть в суть. Мне нужно было бороться с собой.
Так что на это у меня ушло несколько месяцев. Но в январе 1988 года я посвятил свою жизнь Христу. Я завершил это обучение. Вскоре после этого я вернулся в Техас к своей семье, и мы восстановили наш брак, нашу жизнь, присоединились к церкви и просто росли в вере. В самом начале, очень скоро, в течение нескольких месяцев после этого, я открыл для себя, или, может быть, примерно в то же время, я открыл для себя радиопрограмму, которая транслируется по всему миру. Это радиослужение Джона МакАртура из Калифорнии. И я взял за правило каждый вечер слушать эту программу. Так что на протяжении многих лет Джон учил меня Библии больше всех. Наши семьи в Молдове и среди гагаузов традиционно были очень сильными. Но сейчас, по причине миграции и влияния других мировоззрений, семьи разрушаются. Ваша история дает надежду для многих людей, которые смотрят нас, чтобы спасти свою душу и спасти свою семью, восстановить семью. Это послание и о личном спасении, и о восстановлении тех семей, которые разрушены или переживают тяжелые времена. Да, в его деле искупления приходит исцеление. Он исцеляет нас самих как личностей. Это также исцеление наших отношений. В центре отношений, которые мы имеем в жизни, у многих из нас в жизни, находится наш брак и семейный контекст, семья, в которой мы воспитываем наших детей. И, кстати, вы можете обратиться к Священному Писанию, где говорится, что первым институтом, созданным Богом, были брачные отношения. Так что это основополагающий элемент нашего существования, основополагающий элемент Библии. Это Божий план, а не человеческий. И это может быть понято только через осознание его работы в деле искупления или спасения человека. Это включает и институт брачных отношений. Это приходит через Христа. Возвращаясь к теме космоса, брали ли вы с собой книги в космос? Я всегда брал с собой физическую Библию. Есть ли в космосе какая-то библиотека? В электронной библиотеке было несколько книг, которые люди приносили туда. Я там почти не читал ничего, кроме Библии. Некоторые люди брали с собой фильмы. Я не смотрел много фильмов. Я хотел использовать время для уникальных возможностей, которые предоставляет пребывание там. Но у меня была физическая Библия. У нас также есть электронная библиотека со многими книгами. Вопрос от глубоко скептически настроенных людей. Давайте посвятим время и этому моменту. Ведь зачастую мы слышим этот вопрос. Среди ученых и космонавтов есть и верующие, и неверующие. Так бывает, что сам космос не обязательно убеждает человека верить или не верить. Говорят, что красота науки и исследования космоса — это просто продолжение мировоззрения, с которым человек взошел туда. Так что вопрос вот какой. Может ли наука дать веру или нет? Наука сама не может проповедовать, не может приблизить к Богу. Верно ли, что мировоззрение, воспитание и убеждения приводят к вере? В таком случае весь разговор сводится к истине мировоззрений. Вы согласны с этим? Да, я тоже думаю, что это нечто большее. Да, наше мировоззрение показывает, где мы находимся, что мы принимаем, что мы отвергаем. Я бы сказал, и вы бы согласились, что у нас библейское мировоззрение. Мы принимаем истину Библии как Божье откровение для нас. И это истина с большой буквы «И».
Она не субъективна, она объективна. Она отделена от нас, и мы подчиняемся ей. Мы не навязываем ей свое мнение. Мы подчиняемся ей. Так что это и есть истина. Мы должны трудиться, чтобы понять ее, чтобы помнить о ней. Это золото, которое находится там, чтобы мы могли расти в своем понимании окружающего нас мира. Если мы отрицаем это, то понимание окружающего нас мира основано на личной точке зрения. Возможно, сейчас подходящий момент, чтобы привести в пример реальность, которую ощущают все. Все знают, что мир — это место, где есть зло. В мире есть зло, в мире есть пороки. В Библии это называется грехом. Мы находимся в состоянии грехопадения. И одним из проявлений этого грехопадения является ограниченность нашей способности к пониманию. На самом деле, мы не только ограничены в нашей способности понимать, мы по своей природе не хотим понимать. А понимание приходит через того, кто имеет откровение. Того, кто открыл. Это Бог. Писание говорит, что мы рождаемся с склонностью ненавидеть Бога. Мы хотим отрицать Его. Мы не хотим, чтобы Он существовал, потому что мы грешники. Мы признаем, что Бог существует. Он должен существовать. Но мы будем отрицать эту реальность, потому что мы также признаем, что Он совершенен. Он свят. Это определение Бога. И мы не можем стоять перед Его святостью, потому что Он также является судьей. И мы знаем свою вину. И мы виновны перед судьей. Мы знаем, что не можем стоять перед Ним. Мы инстинктивно знаем это. Мы понимаем это. Мы можем отрицать это. И многие действительно отрицают. Но это представляет для нас неразрешимую проблему. Ее невозможно решить. Хотя мы обладаем большими способностями и можем многое сделать в жизни, мы видим достижения в науке, в технологии, в истории человечества. Есть много достижений, которые человечество смогло реализовать. Но есть одна вещь, которая находится вне нашей досягаемости. Мы не имеем возможности или способности преодолеть ту пропасть, которая существует между нами, нечестивыми, виновными в наших грехах, и святым Богом, который в конечном итоге является судьей. Поэтому в этом отношении мы безнадежны. И здесь на помощь приходит Евангелие, потому что Он взял на себя инициативу. Он имеет силу пересечь эту пропасть, и Он пересек ее, послав Своего Сына, который является Богом, Сыном Божьим, взявшим на себя плоть, чтобы жить совершенной жизнью. Он родился от Девы, поэтому не унаследовал греховную природу, которую мы все в конечном итоге унаследовали от Адама. Он взял на себя плоть, смирил себя, жил этой жизнью, кстати, очень простой жизнью. У него не было никаких великих достижений в жизни с точки зрения образования, карьеры или статуса. С человеческой точки зрения он не был членом королевской семьи. Он был никому неизвестен в регионе вокруг Иерусалима, Вифлеема. Его увезли в Египет в младенчестве. Затем он провел остаток своей жизни в современном Израиле, Иудее и Галилее. С человеческой точки зрения, ничего значительного. У него было несколько последователей, и они тоже не были примечательными людьми. Они принадлежали к низшим слоям общества. Он прожил совершенную безгрешную жизнь, а затем умер на кресте. Страдал и умер на кресте. Евангелие открывает нам, что Он сделал это. Совершенный человек, который взял на себя это наказание, это несправедливое наказание. Убить Его на кресте без причины было величайшим актом несправедливости в истории человечества. Но Библия говорит, что в результате этого Он взял на себя наказание, которое мы заслужили перед Богом за наши грехи. Он нес бремя наших грехов на своих плечах, когда умер на кресте. И наказание, которое мы должны Богу, было оплачено через это, если мы верим в это. И это доверие Богу называется верой. Если мы верим в то, что Он умер на кресте, чтобы заплатить за наши грехи, то, согласно Евангелию, нам даруется Его праведность.
И теперь Бог смотрит на нас и не видит нашей жалкой греховности, нашего падения. Он видит праведность, совершенство Христа, потому что мы не праведны по своей природе. Но праведность Христа приписывается нам. Это то, что называется великим обменом. Он берет на себя наши грехи, а нам даруется Его праведность. И это позволяет преодолеть пропасть между нами и святым Богом. И мы можем снова иметь отношения с нашим Создателем благодаря искупительной жертве Христа. В 20 веке был самый известный атеист мира — Энтони Флю. Он стал верующим, написал книгу «Бог есть». Вероятно, он был скорее деистом, но интересно то, что убедило его, это исследования и научные данные по поводу дезоксирибонуклеиновой кислоты, ее невероятная сложность. Это похоже на философский вопрос курицы и яйца. Он пришел к выводу, за всем этим должен стоять Бог, потому что дезоксирибонуклеиновая кислота не может развиваться постепенно. Дезоксирибонуклеиновая кислота разрушает теорию эволюции Дарвина. Научные исследования убедили его, и он пришел к вере в то, что Бог существует. Но это не типичный путь для большинства людей. Знаете ли вы людей, которые пришли к вере именно через научные исследования? Конечно, я знаю некоторых людей, которые пришли к вере благодаря научным доказательствам, в том числе и благодаря ДНК. И это отличный пример. Есть и другие примеры. Другие пришли к вере просто потому, что обрели облегчение от жизненных обстоятельств. А некоторые пришли к вере в одно мгновение. Так почему же это так? У каждого своя история. В этом и заключается мудрость Бога. Мы не можем ответить на этот вопрос. У каждого своя история. Но я бы утверждал, что никто не приходит к вере на основании объективных доказательств. Их не убеждает даже ДНК. Потому что многие знают в мельчайших деталях о ДНК или других научных данных, других доказательствах. Безусловно, есть доказательства. Но в конечном итоге Писание довольно ясно говорит об этом. Из-за нашей склонности, нашего падения, мы, опять же, возвращаясь к той пропасти, которую мы не можем пересечь, именно Бог проявляет инициативу. Он переходит к нам, Он приходит к нам. Он дарует нам дар веры. Так что даже со всеми доказательствами, например, с ДНК, которые являются неопровержимыми, Бог может использовать это и использует это как инструмент для предоставления доказательств, как инструмент для обретения веры. Но в конечном итоге вера — это дар Божий. И это изменение нашего сердца. Это полная трансформация. Фактически, Писание говорит об этом в книге Иезекииля. Оно описывает наше сердце как мертвое каменное сердце. И Бог говорит: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Таким образом, Он берет мертвое и делает это живым. И Он часто использует доказательства, о которых вы говорите. Но в конечном итоге, доказательства не приводят нас к вере. Это Божья работа в нашем сердце. Писание говорит, что Он открывает наши глаза. Он делает слепых зрячими. Он делает глухих слышащими. Ведь и неграмотные люди тоже верят. Бог не открывается только умным людям, людям науки. Он любит каждого человека. Да. И это усиливает понятие благодати. Благодать — это незаслуженная милость. Я не сделал ничего, чтобы заслужить ее. Например, не мой ум привел меня к вере. Это была исключительно благодать Божья. И я не могу ответить на вопрос «почему?». Это все Его заслуга. Это был Его выбор. Во мне не было ничего, что заслуживало бы этого. Существуют и другие мировые религии. Ислам, иудаизм,
Новые духовные течения, восточная философия и религии. Почему вы именно христианин? Религии мира, прочие мировые религии, все они представляют собой систему, созданную человеком, чтобы попытаться заслужить путь к Богу. Она основана на делах человека. Живи так, делай это. Не делай того. И тогда, возможно, хотя и без большой уверенности, тогда, возможно, ты сможешь подняться по лестнице и быть с Богом. Но это дела человека. Христианство совершенно иное. Мы не можем заслужить доступ к Богу. Бог уже сделал эту работу за нас. Так что христианство сосредоточено на Боге, а не на человеке. Все другие религии, повторюсь, основаны на делах, сосредоточены на том, что человек может сделать, чтобы достичь Бога. Так что разница огромна. Кстати, я приведу еще одно большое различие. Религии мира, если вы прочитаете литературу, на которой они основаны, вы увидите, что они появились почти в одночасье в воображении одного человека, либо являются просто сборниками писаний, накопленных без какого-либо связанного смысла в этих писаниях. Библия очень связна и целостна. Чтобы увидеть эту связность, нужно потрудиться. Но она чрезвычайно связана. Она была написана в течение примерно 1500 лет, и, насколько я помню, более чем 40 разными авторами. И в ней есть внутреннее предсказание о том, что произойдет, которые потом сбылись. И эти записи есть. И эти записи есть не только здесь, в Библии, но и во внебиблейских исторических документах. Она основана на истории. Это раскрывающаяся история. Мы видим историю, как разворачивается план Бога по искуплению. Она уникальна в этом отношении. Мы называем это Словом Божьим, потому что мы исповедуем, что это истина. Хотя Библию написали 40 разных авторов на протяжении 1500 лет, эти слова были вдохновлены Богом. И хотя отдельные авторы писали в своем свободном стиле, сохраняя свою индивидуальность, в большом Божьем плане именно Бог, который направлял их и вдохновлял их в написании. Это относительно небольшая книга, если учесть всю историю. Все, что Бог определил открыть людям и что нам необходимо, это все находится в этой книге. Так что в этом отношении Библии достаточно. Поэтому ее нельзя поставить в один ряд с другими мировыми религиями. Спасибо за ваши аргументы. Вы часто говорите о Библии, о Слове Божьем. Ведь ваша жизнь изменилась под влиянием чтения Священного Писания. Бог действует через свое Слово, через Библию. Вы постоянно упоминаете о Божьем Слове. Какое ваше любимое повествование? Притча, глава или стих из Библии? Можете вспомнить или процитировать? Их много. Я уже говорил о прологе к Евангелию от Иоанна, которая очень глубокая. Логос — концепция логоса. Псалмы замечательны. Они дают огромную уверенность. Писание Павла входит в число моих любимых. Так что трудно выбрать любимое. Но все же, я назову один отрывок. Это Псалом 110. Я знаю, что иногда псалмы имеют разные номера в разных языках. В русском переводе это 110-й псалом. В английском и турецком 111-й. Да, второй стих гласит: «Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих онные». Это мой любимый стих, когда я затрагиваю тему науки и священного писания. Он стал моим любимым отрывком, потому что это был любимый стих некоторых из тех ученых, о которых я упоминал ранее. Велики дела Господни. Итак, поговорим о делах Божьих. К делам Божьим можно отнести его дело творения, его дело поддержания своего творения. Творение существует только благодаря его непрекращающейся поддерживающей силе. Оно существует благодаря его неизменной силе. Это его работа по поддержанию. Мы можем говорить о его работе по обеспечению, о которой я также упомянул.
Мы можем говорить о его работе по заботе, как день за днем разворачивается жизнь каждого из нас. Каждый из нас уникально одарен, каждый из нас уникально создан в утробе своей матери. Каждый из нас обладает уникальными способностями, чтобы выполнить особое призвание, которое каждый из нас имеет в своей короткой жизни, между рождением и физической смертью. Но с личной точки зрения важно, чтобы мы видели, как Он сопровождает нас в своей заботе. Каждый день — это выражение Его заботы. Все это можно понять только через призму Его работы по освобождению человека. Итак, сотворение, поддержание, обеспечение, забота и освобождение. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих онные. Здесь есть два глагола — вожделеть, то есть хотеть изучать, желать познать и любить. Мы можем подумать, что это приказ изучать дела Бога или радоваться делам Бога. Но нет, это не приказы. Это не приказ изучать, не приказ радоваться. Это характеризует дела Бога как предметы изучения для верующих, которые их любят. Верующий в Бога, и в частности в Иисуса Христа, потому что он устремляет взгляд в будущее, к Евангелию в Новом Завете Иисуса Христа, живет жизнью, провозглашая, что велики дела Божьи, изучаемые теми, кто радуется Ему. Я верующий человек, который радуется величию дел Божиих. Это долг верующего во Христа. Какая важная способность — находить радость. Да, это отражает то, что мы несем Его образ. Это отражает смысл человеческого бытия. Животные не восхищаются ничем. Они ничему не учатся. Они просто живут. Это уникальная черта, присущая тем, кто несет образ Создателя. Мы творческие личности, потому что мы несем в себе образ Создателя. Мы ищем смысл, потому что он является высшим смыслом. Мы ценим красоту, потому что он является высшей красотой. Все это связано. Мы подходим к завершению нашей беседы, к последнему блоку вопросов. Я их не придумал сам. Это вопросы от наших зрителей, подписчиков, которые писали их для вас через все социальные сети, а также от некоторых друзей, которые услышали, что у нас будет этот разговор, и присылали мне свои вопросы. Позвольте зачитать вам их вопросы. Да, я постараюсь отвечать коротко. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы ответы были краткими. Я считаю, что это своего рода мост между людьми и вами. Правда ли, что нахождение в состоянии невесомости в космосе лечит проблемы с позвоночником? Отличный вопрос. У меня действительно были проблемы с болями в спине, спазмами и прочим, и полет в космос на время избавил меня от них. Иногда боли возвращались, но в целом это помогло. Это также означает, когда вы находитесь в невесомости в космосе в первые несколько дней, у вас может появиться новая боль в спине, потому что позвоночник немного растягивается. Так что вы испытываете специфическую боль, но она проходит через несколько дней. А спазмы в спине и любые другие проблемы спины также проходят в течение как минимум 6 месяцев пребывания в космосе. Да, это было очень полезно. Один человек, у которого есть проблемы со спиной, написал мне этот вопрос. Хорошо, если космос лечит позвоночник, то какие другие болезни появляются в космосе? Есть ли какие-то заболевания, которыми болеют только космонавты? Да, я бы не назвал это болезнью, но наши кости тоже нуждаются в тренировках. Очевидно, что без физических нагрузок мышцы атрофируются. Вы не используете мышцы даже для поддержки веса тела, но кости тоже атрофируются, если их не тренировать, если на них не действует нагрузка. Чтобы противодействовать этому, мы ежедневно занимаемся физическими упражнениями. Мы делаем аэробные упражнения. Обычно я бегаю на беговой дорожке 30 минут или чуть больше, либо занимаюсь на велоэргометре для аэробных упражнений. Ваши слушатели или зрители спросят, как же бегать на беговой дорожке? Ну, вы надеваете ремни, которые притягивают вас к беговой дорожке и создают большую нагрузку, чтобы вы могли поддерживать форму. А еще мы тренируемся с помощью оборудования, которое мы называем устройством для сопротивления, которое заменяет силовые тренировки, но имеет два больших вакуумных цилиндра, создающих силу.
И это очень важно. Так что вы делаете приседания, становую тягу или что-то еще, что вы делали бы в тренажерном зале, поднимая тяжести. Достаточно тяжелые, чтобы поддерживать не только мышцы в тонусе, но и для укрепления костей. Это очень важно. В детстве, во сне мы часто летали в космосе. А когда вы спали на Международной космической станции, где вы летали во сне? Где вы находились во время своих сновидений? Вот этот вопрос интересует наших зрителей. Знаете, я не помню, чтобы мне часто снились сны. Здесь я не вижу много снов, и там я тоже не видел много снов. Но спать там интересно, потому что у каждого из нас есть небольшая каюта. Она примерно такой ширины и такой глубины, и высотой чуть больше 6 футов. И мы можем закрыть дверь, чтобы было немного темнее и тише. Вентиляторы все равно работают. Но у меня был простенький спальный мешок. Я привязывал его к стене, а потом плавал внутри спального мешка, и это помогало согреться ночью. Это очень интересно спать в невесомости, потому что мы привыкли класть голову на подушку или что-то в этом роде, а здесь голова просто как бы плавает над плечами. Вы там спите в горизонтальном положении? Вы можете спать в любом положении, в котором хотите. Даже вверх ногами или на потолке. Там нет гравитации, так что да. Но нужно залезть в спальный мешок и застегнуть его, чтобы не плыть и не натыкаться на предметы посреди ночи. Какое самое главное достижение вашей жизни? Достижение? Ну, я смотрю на мои достижения с точки зрения Божьего человека, верующего в Христа, христианина. Я хочу жить, чтобы прославлять Его и воздавать Ему честь. Если я ищу достижений, то это будет именно то. С человеческой точки зрения, очевидно, что для большинства людей быть космонавтом — это большое дело. Мне это нравилось. Это было хорошо. Это так, к чему призвал меня Господь. Но я не считаю это таким уж большим достижением. Спасибо. Спасибо за этот ответ, за ту скромность, которая в нем звучит. Во время полета и пребывания на космической станции ощущали ли вы одиночество? Чувствовали ли вы, что жизнь на Земле теряет какой-то смысл? Каково это — быть оторванным от Земли? Да, мы не отключаемся, потому что постоянно находимся на связи с центрами управления полетами по всему миру, в Хьюстоне и Москве. Есть один в Японии, один в Германии. Так что вы всегда на связи. Вы несете перед ними ответственность, потому что каждый день выполняете свою работу, и вы должны выполнять порученную работу, и вы должны делать это правильно, и все такое. Так что это большая ответственность. Кроме того, у нас была отличная связь с семьей и друзьями. Я разговаривал с женой по крайней мере 2 раза в день. Я мог просто позвонить ей. У нас была электронная почта. Так что вы чувствуете себя очень связанным с ними. Конечно, есть очевидное чувство изоляции. Вы находитесь в далеком месте и долго не возвращаетесь домой. Существует физическая изоляция, но, судя по моему опыту с членами экипажа, все было очень хорошо со всеми моими различными составами экипажа. Так что мы также очень весело проводили время там. То есть вы на связи с другими людьми даже там, в космосе? Есть ли технологии, которые были созданы для освоения космоса, а теперь они помогают улучшать жизнь людей на Земле? Да, появилось множество технологий. На протяжении всей истории. Я думаю, что рост компьютерных технологий в значительной степени стимулировался космической программой. Компьютеры появились в конце 70-х, начале 80-х годов. В 70-х и даже в 80-х годах они были очень примитивными, но сейчас мы принимаем их как должное. Также я думаю, что большую роль в этом сыграла гонка за Луной. Было много достижений. Можно говорить о медицине и об изучении материалов. На протяжении многих лет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства публиковало документ, который они назвали «Побочные продукты космических технологий». И в нем пытаются задокументировать все различные примеры переноса технологий. То есть того, что было разработано для космических полетов, а затем применено в жизни на Земле. Так что их много.
Существует ли внеземной разум и жизнь за пределами нашей планеты? Нет, я в это не верю. Я знаю, что поиски ведутся уже несколько десятилетий, и люди задают этот вопрос. Я думаю, что все сводится к философской позиции, которую занимает человек, и это вопрос о Боге и его откровении нам. Это возвращает нас к мировоззрению человека. Если вы думаете, что мы здесь случайно, просто по стечению обстоятельств, то, конечно, по стечению обстоятельств жизнь могла бы существовать и где-то еще. Так что все начинается с предпосылки, что Бога нет, и я пытаюсь объяснить свое существование здесь, и если мое существование, согласно этому объяснению, является случайным, то, конечно, где-то еще есть что-то еще. Я считаю, что с философской точки зрения именно это и является мотивацией для постановки этого вопроса и поиска ответа на него. Но нет, я не верю, что где-то еще есть жизнь. Кто-то написал комментарий. Пожалуйста, скажите нам правду. Земля плоская? Я понятия не имею, почему эта тема стала популярной в последние годы. Впервые я услышал о ней в 2016 году. По иронии судьбы, во время моего последнего полета, когда я находился на космической станции, Центр управления полетами прислал мне несколько комментариев из социальных сетей, в которых упоминалась плоская Земля, и я подумал, что это шутка. Я думал, что это сатира. Только когда я вернулся на Землю осенью 2016 года и начал немного больше проверять информацию в интернете, я понял, что действительно есть люди, которые верят, что Земля плоская. Я понятия не имею, откуда это взялось. После того полета я сначала пытался логически вступить в дискуссию и показать, почему их аргументы являются абсолютной ошибкой. Но я быстро понял, что в этой позиции нет никакой логики. Поэтому мои ответы стали очень короткими. Это просто глупость, абсолютная глупость. И последний вопрос. Слышит ли Бог людей лучше, когда они молятся Ему с космической станции? Ведь там люди ближе к Богу. Да, есть такое представление. Но я не думаю, что это верно, потому что Бог не ограничен пространством или временем. Он вездесущ. Он всегда присутствует. К Нему в любом месте на Земле, как и в космосе. Так что это Бог приходит к нам, где бы мы ни были. Большое вам спасибо. Большое спасибо за ваши ответы на эти вопросы. И вот маленький сувенир для вас из Молдовы. Этот странный предмет мы называем сусак. Это особый вид тыквы. Тыква, верно? Мы используем слово «тыква», я думаю, для этого. Продукты гагаузов и тюрков традиционно хранились в них. Очень мило. А также этот ковер, традиционный ковер, с нашими национальными узорами. Спасибо. Очень красиво. Большое спасибо. Спасибо, что вы пришли на это интервью. Пожалуйста. И я с нетерпением жду того дня, если Господь позволит, когда я смогу приехать в вашу страну.